Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, что с ним происходит из-за вас. Как вы на него повлияли, до чего вы этого мужчину довели. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, как интересно показали. Мужчина прям флаг выкинул. Флаг перед вами выкинул. Говорит, ну вот сдаюсь я перед тобой. Все, победила. Теперь я твой. От макушки до самых пяточек. Да, девочки, повлияли, так повлияли. Слушайте, с ним такая мощная трансформация сейчас происходит. Он целиком и полностью меняется. Сейчас, знаете, как линька у него идет. Линька, да, старая шерсть с него клочками выпадает, новая, красивая, там, шелковистая, как там в мультике было, да? Прям растет. Слушайте, вы его скоро не узнаете. Ой, не узнаете. Смотрите, видите, один человек такой, знаете, с рыбьим хвостом в нем исчезает, да, исчезает, полностью исчезает. И вместо вот такого с рыбьим хвостом хороший, такой красивый, сильный, с флагом в руках появляется. Девчонки, женщины, вы все разные, абсолютно разные. Кто-то загадал на мужа, кто-то загадал на парня, кто-то вообще загадал на человека, с кем вы только-только познакомились. Но, тем не менее, вы на эту отсыпку попали не просто так. И все, что я вам сейчас скажу, все это и есть правда, все это происходит с вашим мужчиной. Понятно, что у одних в большей степени, у других в меньшей степени. Смотрите, этот мужчина раньше был с рыбьим хвостом. О чем это говорит? Это говорит о том, что мужчина был не совсем порядочный, не совсем честный, такой, знаете, вилял постоянно, мог обещать, но не делать. У него там 100 пятниц на неделе было, он не брал на себя ответственность, он, знаете, отклонялся от каких-то важных обязанностей, дел, да? То есть вел себя вот как такая хитрая рыбка, да? Постоянно лавировал между там слов, действий. Ну, такой хитренький был мужчина, очень эгоистичный, эгоцентричный, жил он, грубо говоря, для себя и для своих удовольствий. И я так понимаю, что вы либо его воспитывали, то есть вы за него взялись и начали его воспитывать, а у кого-то отыграется, что мужчина из-за любви, вот такой безумной любви, вот прям захотел быть лучше. Я хочу быть лучше, я хочу быть ее достойным. Я хочу быть другим. Все, вот с ней не хочу обманывать, с ней не хочу вилять, с ней я хочу быть мужиком. Вот прям, знаете, разбудили вы в нем настоящего мужика. А у кого-то из девчонок, например, муж, который, например, не хотел работать, либо удовольствовался малым, да, а вы его постоянно там шпыняли и говорили, ну вот посмотри, да, вот мужчина устроился на работу, там, открыл бизнес, добился того, купил это, там, семья довольна, все живут, там, как сыр в масле катаются, да, а ты, что делаешь ты? Целый день лежишь на диване и в него пукаешь, да, там, пиво, футбол, либо какие-то развлечения, но разве так можно? У нас же семья, у нас дети, давай что-нибудь делать. То есть вы его постоянно воспитывали и стимулировали, разбудили в нем победителя. Теперь мужик говорит, так, все, не хочу больше в диван пукать, хочу хорошую машину, хочу дом, собственный дом, да, либо там купить какую-нибудь хорошую квартиру, хочу поехать там за границу на курорт отдыхать, а не на дачу, там, да, либо в деревню. Хочу вот, да, жить, вот я хочу, я могу, я ничем не хуже, чем мой сосед, да, я ленивый, да, я там не хотел, а теперь хочу. То есть, да, вы мужчину заставили меняться. Вы его заставили меняться. Опять же, причины разные, девочки, но я не буду скрывать этого, и вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь. У кого-то прям мужчина настолько полюбил, что решил всю свою жизнь и себя поменять, а у кого-то мужчина наконец-таки вот дошло, вот вы в него как
по капельке вкладывали, и вот теперь до него дошло, что да, надо жить по-другому. Либо если я женился, если у меня есть семья, то я должен на семью зарабатывать, я должен семью обеспечивать. Господи, кто мне все время пишет? Я должен стараться. Не, ну надо же. Извините, я просто забыла отключить звук. Вот. То есть дошло наконец-таки. Даже не просто дошло, а захотел того же, что и вы хотите. Ну, вы молодец, девочки, это все вашими руками. Это вы причина, первопричина, вы источник вот этих его желаний. То есть повлияли вы на него очень классно, я считаю, да, вот прям не дали пропасть, да, не дали погибнуть, не дали вот остаться на том низшем уровне, на котором он был. Да. Теперь вот мужчина, смотрите, какой активный, классный становится. Немножко он еще такой, знаете, метаморфозы проходит, может там иногда там как-то себя повести не так, но это все временно, да, и нужно просто немножечко потерпеть. Однозначно, девочки очень положительно повлияли. Если у мужчины есть мама, даже если она к вам плохо относится, вы от этой мамы услышите очень классные слова, так и скажет: я там, например, тебя не любила, либо я была против ваших отношений, а теперь вижу, что ты — это наилучшее, что могло произойти с моим сыном. Благодаря тебе он становится человеком, да, он становится успешным, он берется за голову, да, он начинает действительно жить по-настоящему. То есть такие слова хорошие вы услышите. Так, от мужчины, кстати, вы тоже услышите, и причем много чего услышите. Он действительно, вот смотрите, так, курс взял до вас. Курс взял на то, чтобы быть достойным вас, достойным, чтобы вы его не отвергли, чтобы вы к другому мужчине не переметнулись. Да, вот она классная, она шикарна, и я должен ей соответствовать. Просто соответствовать. Вот единственный шанс на счастье, на любовь у меня только с этой женщиной. Я других не хочу, другие мне не нужны. Мне нужна только эта. Девочки, смотрите, мужчина уже не раз убедился в вашей правоте. Вот как вы говорите, так и происходит. Он не всегда вам об этом рассказывает, но для себя он уже 100% убедился. Плюс у кого-то отыграется, что вы ему удачу приносите. Ну, в прямом смысле слова. То есть, когда у вас все хорошо, ладушки, любовь, морковь, да, ему и по жизни везет. Как только он начинает там хитрить, врать, какие-то шуры-муры творить, то у него сплошные неприятности. То по здоровью неприятности, то по делам, то по работе, то там вообще, в принципе, да, в какую-то халепу попадет. То есть вот это происходит. И он так параллельки проводит и думает: ну ничего себе. Ну ничего себе, какая она, да? Да, нельзя ее обижать, надо с ней по-другому, надо с ней по-хорошему. Я хочу везения, я хочу удачи. Вот когда я ее люблю, когда я ее там не драконю, не злю, у меня все классно в жизни, да, значит, так нужно себя вести, значит, нужно стараться, чтобы она всегда была при улыбке, счастливая, довольная. Вот он это уже начинает понимать. И он начинает над этим работать. Да, это не случится в один день, и даже не в одну неделю, и даже, возможно, не в один месяц. Но это точно с ним произойдет. Он переродится, он трансформируется, полностью трансформируется. Просто нужно дождаться. Если сейчас у вас напряженные отношения, и он прям бесит вас, да, вот его поведение, его отношения, девчонки, просто потерпите. Не гоните его далеко от себя. Просто потерпите, дайте ему это время на то, чтобы трансформироваться, переродиться. И вы его не узнаете. Перед вами будет абсолютно обновленный мужчина. Мужчина, знаете, вот это в песне пелось, да, я его слепила из того, что было. Вот эта вот история, она про это. Вы его слепили. Вы действительно очень долго, мучительно его лепили. И наконец-таки вы его вылепили. В прямом смысле этого слова. Он будет такой, как вам нужен. Вот каким вы его хотели видеть. Он станет таким. Потому что это взаимное желание. И ваше желание, и его желание. Потому что он понимает, что эта программа мне подходит больше. Да, я хочу быть успешным, я хочу быть любимым, я хочу быть счастливым. И хочу быть именно с ней. Вот именно с этой женщиной. Я, конечно, вижу, что вам непросто, что вы тут много сил вложили, много стараний, а кто-то из девчонок, ну, немножко так переживает, да, может быть, вы не до конца уверены, ваш ли это человек, либо насколько серьезно он к вам относится. Не переживайте, девочки, не переживайте. Мужчина целиком и полностью ваш.
целиком и полностью. Даже нет каких-то других мыслей по этому поводу. И переживать вам тоже не стоит. Вы молодец. У вас рука легкая. Вы знаете, вот к чему не прикоснетесь, все в золото превращается. И мужичка этого тоже в золото превратите. Знаете, как говорят, не человек, а золото. Да? Вот и про вашего так будут говорить. И все это благодаря вам, мои хорошие. Так, и еще один очень важный момент. Мне не нравится вот женщина тут какая-то, вашего мужчину за плечи почему-то берет. За плечи. Какой-то хитростью эта женщина пытается этого мужчину привлечь. У него нет к ней интереса. Нет. Но может быть скандал. Да? То есть вы можете его приревновать. Значит, девочки, мужчина, он видный. Да? Даже если вам кажется, что нет, то поверьте, для других женщин да. И есть такие женщины, которые, ну, как говорится, ничем... с низкой социальной ответственностью, да, которые могут себя предлагать, причем без всякого зазрения совести. Поэтому не с мужчиной надо разбираться, не ему говорить, что ах, ты такой-сякой там с другими женщинами, а именно нужно разбираться с этой женщиной, потому что это она к нему лезет. Не он к ней, а она к нему лезет. Это она ему прохода не дает. Поэтому если вдруг у вас сейчас в жизни вот такая немножечко напряженка случилась, да, какой-то треугольничек образуется, вы не ему говорите, вы идите к этой женщине и разбирайтесь с ней. Разбирайтесь с ней, потому что это она его провоцирует. Не будет этой провокации, ну, ничего не будет. Да? И скандалов не будет, и ревности не будет, и все будет хорошо. Он ее не любит, он ей не интересуется. Но он такой у вас, знаете, ну, слишком мягкий, скорее всего, да, мягкий. Он не может ее послать, он не может ей отказать. А может быть, она там ему постоянно медом в уши льет, да, комплиментит его постоянно, ему действительно это приятно. Вы ведь его воспитываете, а она комплиментит, понимаете? Поэтому разбирайтесь лучше с ним. Его не трогайте, с ней разбирайтесь. Так, еще один очень важный момент. Девочки, кто работает сам на себя, сам для себя, собственный бизнес, либо какой-то фриланс, у вас как какое-то предложение идет, либо какая-то идея, может быть, возникнет. Очень, кстати, классная и очень успешная. Потребуется очень много ваших сил, потребуется очень много вашего времени, у кого-то даже физических каких-то нагрузок, но оно того стоит. Здесь четко указали на успех, на новое какое-то начинание и на новый виток в вашем бизнесе, в вашей работе, в вашем увлечении. Поэтому, мои хорошие, в себе не сомневайтесь. Мужчине дайте время, он придет в себя. А сейчас нужно поработать, именно поработать, переключиться на работу, либо больше времени посвящать своей работе. Вы на пути к грандиозному успеху, грандиозному прорыву в своей жизни. Имейте это в виду. А мужчина никуда не денется. Он вас любит, куда он без вас? Никуда. Вы для него, смотрите, флаг перед вами выкинул. Говорит, твоя взяла, ты молодец. Да, все будет так, как ты хочешь. Я стану таким, чтобы тебе угодить, либо соответствовать целиком и полностью. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.